Всем привет! Бизнес может быть разный, большой, маленький, да, и туда идем мы с разными мотивами. И сегодня мы хотим раскрыть для вас тему бизнеса. Для меня является одним из самых сложных с точки зрения стабильности и донесения ценностей, но сейчас они становятся очень актуальными, потому что эти бизнесы про человеческий ресурс, про нашу энергию. Мы с вами познакомимся с основателями школы здорового тела практика Людмила Баланова и Центра остеопатии Надеждой Сивцевой. Надежда, привет! Привет, Мария. Вот у меня сразу первый вопрос. Чем отличается остеопатия от массажа? Очень частый вопрос. Я уже, наверное, раньше, если я отвечала, как-то думала или вот еще что-то. Сейчас на автомате, но еще стало сложнее, потому что чем глубже ты уходишь в остеопатию, там вообще, как говорится, все глубже и глубже. И вообще, как говорится, ответы у нас внутри. И все-таки остеопатия, она, я бы сказала, на функциональном, на функции ткани работает больше. Это даже, знаешь, как вот у нас есть у каждого жизненная сила, та, с которой мы рождаемся. Она есть. И остеопат работает именно вот с этой, потому что эта работа идет на уровне клеток, на уровне тканей, на уровне именно вот есть гомеостаз, слышала на такое слово, есть организм, потому что сам восстанавливается, у него есть такая функция от природы. То есть наш организм без таблеток, он может восстанавливаться? Абсолютно. Мы же состоим из, скольки клеток? Это триллионы клеток. Каждый имеет заряд. То есть организм способен самостоятельно восстанавливаться на самом деле. Но мы, находясь в быту, такими способностями не обладают не все. И приходят сюда как раз к нам за этим. Я бы сказала, за такой некой подзарядкой, как телефон, что мы включаем. Это нужно, это для того, чтобы еще больше. Это не когда, вот, например, естественно, приходит, когда заболит спина. Первое, что объяснять не нужно, сразу вот болит спина, но на самом деле причина сокрыта. Это не только позвоночник сам взял, захотел, согнулся, мышца захотела, стала напряженной, там защемила нерв. Это чисто на физиологии можно объяснять. И как раз-таки остеопат с этим работает очень хорошо, но причины кроются гораздо глубже. Есть такие моменты, наверное, знаешь, что все болезни от нервов. Тело наш явный показатель как раз-таки, что происходит в жизни не так. И сказывается на теле. Вот я работаю так. Что тогда сейчас есть в практике, которая стала такой доступной для нашего населения? Вот как мы можем начать работать со своим телом, ресурсом? Это получается, у тебя есть йога, да, или как вот? Я бы сказала так, я бы не хотела это ограничивать названиями практик. Важно понимать, что это инструменты. Это не йога, не пилатес, какое-то вот такое ограничение. Это инструменты, которые помогают человеку жить хорошо, качественно, полноценно, здорово и так далее. Это инструменты, которые человеку могут расслаблять его ум, помогать ему выдерживать нагрузки, как-то выдерживать свою внешнюю активность, каким-то образом себя стабилизировать, каким-то образом себе помогать, держать внимание и жить, как скажем так. Вы знаете, я часто, так как я сама предприниматель, и у меня большое окружение предпринимателей, я знаю, насколько эти люди работают много, вот прям много, даже бы я сказала на износ, и там много выгораний вот есть, там много есть, постоянно ты что-то делаешь, и не хватает стресса, это постоянный стресс, постоянная ответственность, постоянное принятие решений, и это достаточно непосильная такая тема, и вот эти... Когда все меняется, постоянно меняется, да. Тебе нужно все там по-другому реагировать на внешние обстоятельства, что-то менять. И эти инструменты помогают, например,
современным людям сохранять вот это, несмотря на бурю, кризисы, катаклизмы, сохранять вот это спокойствие и двигаться дальше. Без вот этих, вот знаете, и Качелей. скачков и качелей. Это важно. Тут нет истории сбежать куда-то. Не нужно никуда сбегать. Не нужно сбегать в какую-то жизнь лайт, драйв, кайф. Если тебе хочется активно жить, ты живешь активно. Ты можешь жить супер активно, но при этом уметь себя держать, сохранять вот это внутреннее спокойствие и стабильность. И в этом находить еще, умудряться, находить в этом радость, находить в этих процессах рабочих удовольствие. И силу. Конечно, и силы, и постоянно... Да, вот ключевой момент, что силы-то мы можем восполнять из себя. Оно у нас, источник находится у нас внутри. То есть мы можем это бесконечно делать, это. Когда Ты вообще много. познакомила, ну ты даже подарила Якутску именно эту практику работы с трансформерами. Да? Реформерами. Реформерами. Пусть будет трансформеры. Это тоже подходит, между прочим. Да? Потому что они трансформеры. Да. Это такое, бы я сказала, вы знаете, это современный подход к фитнесу. Это не то чтобы замена тренажерного, но как раз-таки он решает те задачи, которые не может дать тренажерный зал. Здесь, во-первых, нет нагрузки осевой, то есть не так ты лежишь, делаешь, да, это раз. Во-вторых, здесь не только есть про силу, здесь есть еще и гибкость, которая нет в тренажерном, например, да. И я не говорю, что они там лучше, круче, да, просто есть альтернатива такая очень хорошая, есть выбор у людей. Поэтому особенно касается тех, кто ленится заниматься, но хочет быстрых результатов. Это сюда. Это про нас. Да, это про лентяйки, которые хотят проснуться красивыми. Лентяйки, у кого не было навыка заниматься спортом, да, то есть это вот такой экологичный вход он еще про здоровье тела. Он еще такой, знаете, немножко женский, тот же вытяжение мягкое, растяжка, сила. То есть здесь оно делаешь это красивыми движениями. Ну, мечта. Класс. Да? Сделать это красиво и еще получить эффект. Вообще, результат. Мечта вообще... женщины, любой. Тогда что сейчас есть Soul Garden, да, вот в цифрах, да, то есть имеется в виду там в процедурах, ну вообще в услугах, да, Soul Garden в каком году открылась и что сейчас мы имеем? Мы открылись в 2019 году. В марте вот у нас ремонт закончился. Это у нас по адресу вот Орджоникидзе 56. Вот. И мы начали с чего? Мы открыли же процедуру, может, слышала, флатинг. Да, я была. Да. Мы же начали вообще... Ну, не то, что начали. Это как бы было вот... Это однажды вот я увидела вот эту процедуру. Вообще, откуда она мне в голову зашла? То есть это когда человек лежит в воде, в соленой воде, в невесомости. Ну, это классное ощущение, когда как раз-таки расслабляются все мышцы. Человек не чувствует. Ну, вот вспомни, вот, да, себя, вот ты лежишь. Это очень интересный такой опыт был, да, до сих пор вот эти ощущения непонятности, да, то есть как мне расслабиться, как это, да, отпустить контроль, можно сказать, да? Вот, и, кстати, вот я думаю, да, вот сейчас, в нынешних реалиях, вот отключать ум, беспокойный такой, как раз-таки, это же человек входит в медитативное такое вот настройку, состояние, переход именно с бета-волн в гамма, дельта там и так далее. За час можно было поспать и заменял полноценный 6-часовой сон. Вот, и, значит, флотинг у нас открылся. Как бы мы привезли сюда, все это оборудовали, сделали. Ну и люди сначала не поняли. Да. Вообще, как бы, я вот несу как бы вот свою вот, это вот вообще очень нужно. У нас врачи очень наши все понимали, коллеги, вот это, ну, как бы парные вот у нас были процедуры, дети ходили. Как бы на самом деле очень классно. Но
во-первых, там Рынок не понял. рынок не понял, вот было такое. Ага. И плюс еще вот маржинальность сама, она была достаточно такая низкой. Ага. И, наверное, сейчас было бы классно, я Мгм, думаю. да. То есть у меня идея-то, она зреет, потому что вот оборудование-то мы никуда не дели, оно там на даче ждет своего часа. Как обычно бывает, да, у Да. предпринимателей. Что, куда, да. Гараж, дача, все остатки. Да. И вот, ну и начали заниматься остеопатией. Мы сначала получили лицензию на мануальную терапию, я мануальный терапевт, и дальше мы уже остеопатию получили через год и начали работать. В 2019 году мы открылись. Да, в 2019 году. У нас в прошлом году у нас 5 лет было. Так время быстро летит. Быстро вообще. Ну, тогда же как раз-таки, когда мы начали работать, же пандемия случилась. Мы же сидели дома. И в это время как раз-таки, ну, мы, естественно, закрылись тоже, хотя мы имели лицензию, но как бы все равно вот все были закрыты практически же, да. Вот. Но начали поступать звонки в 2020 году, что у всех все заболело. Я, конечно, сейчас понимаю в большей степени причины, от которой ноги растут, но ну а что вот? И мы летом открылись и начали принимать. И тогда вот у нас же вот прямо скачок такой был именно в записях, потому что остеопатию продвигать продукт совершенно новый, потому что штучно люди понимали, что такое, но в массы это было очень непонятно, это было... И ценник по сравнению с массажем, люди думали, что это массаж, он был такой достаточно... И вот это все как бы с нуля поднимать было достаточно, я скажу, интересно и сложно. Сложно, да. Да, есть такое... Ну, но мы как бы шли, у нас появлялись и врачи, у нас появилась своя команда, у нас параллельно был массаж, параллельно мануальная терапия, неврология, это все было. Но флоутинг с нами тоже шел, потом СПА-процедуры у нас тоже есть. Но флоутинг нам пришлось закрыть, потому что там уже технические такие вот, ну, влажность, как бы вот все равно вот в здании влага постоянная. И такие, ну, по расчетам все-таки как бы предпринимателю все равно с цифрами дружить надо. И по подсчетам мы решили кабинет закрыть и полностью отдали его под СПА-процедуры и массаж. Вот. И сейчас вот мы открыли... У нас второй филиал открылся. Вот, мы сейчас здесь находимся, вообще такая красота. Я вот прям посмотрела и уже, да, такая мебель, все с душой, все так стильно, да. И, наверное, сама интерьер делала, да? Да. И вот я смотрю, здесь такие стульчики, да, то есть очень много стульчиков, доска, да, что это? Вот Здесь у нас как раз-таки образовательный центр. Помимо кабинетов мы открыли школу остеопатии. Это моя же тоже такая идея была, когда мы заканчивали уже, да, мы во время пандемии, когда мы заканчивали, я тогда с проректором на выпускном в Николаевском дворце в Санкт-Петербурге просто речь зашла, а давайте там, а в Якутске почему нельзя, вот, да? Ну, как-то вот это было случайно, вот, и то мы вышли случайно сфотографироваться в коридор, и как-то речь зашла, и как-то вот это зацепило. И все, и вот эта вот мысль, да, это буквально быстро, и тоже так быстро произошло, буквально через полгода, там прошло время от того начала, когда мы уже начали договора заключать. И в октябре в 2022 году открылся филиал нашей школы, там, где я училась, это медицинская академия остеопатического образования при Русской высшей школе остеопатии. Здесь, в Якутске. У нас здесь 18 студентов было. Люди будут учиться. Они учатся сейчас. Это с 22 года. Они уже 3-й курс. В течение 4 лет. 4 года они учатся здесь, то есть вы обучаете, они к вам приезжают, да? Преподаватели к нам прилетают, люди наши местные. Это вот именно, я бы сказала, вот остеопатов очень мало. Потому что и об этом нужно говорить, потому что потенциал человека у каждого есть, просто об этом люди сами не знают. Насколько вот, ну, как бы востребованность. Вот, например, к стоматологу мы же как бы лишний раз не спрашиваем, зачем человек идет к стоматологу. И вот это вот нужно, вот остеопатия, это как раз-таки вот у каждого, в Европе, например, в Америке у каждого есть свой остеопат. Ну, так же, как и косметолог, у нас там стилист-парикмахер, ну, вот все вот такое.
Остеопат то же самое. Люди ходят за своей, как называемой, подзарядкой. Который будет твой ресурс возвращать, восстанавливать, да, вот, ну, как бы, и ты будешь постоянно, ну, как бы, профилактика, да, от болезней, да, то есть это вот мой человеческий ресурс, да? Да. Сохранение, восстановление в острых случаях тоже к нам приходят. В острых тоже. Защемило, заболело, зажало, там, я не знаю, вот человек упал, споткнулся, там ДТП, после ДТП, кстати, вообще обязательно нужно идти. После вот стоматологических манипуляций, вот, например, вот брекет-система, прикусы, обязательно доподготовка обязательно нужна. Я вот вообще вот думаю, да, у стоматологов это непаханное как бы поле, как бы бери и сажай к себе остеопата. Клиник у нас вообще куча. И там вот как раз-таки вот... И даже у нас такой регион же небольшой, город же маленький, но стоматолога все равно как бы ты не запишешься вот сейчас вот сразу тут же. Все равно придется ждать какое-то время. А остеопат то же самое. И поэтому вот здесь, когда вот люди учатся, я понимаю, вот именно это же вклад сюда, эти же выпускники, они же будут лечить людей, они же будут помогать, уже многие практикуют, и вообще класс. Это же медики, врачи, которые... Вы представляете, привести, ну вот, Санкт-Петербургскую, да, ну то есть школу остеопатии в Якутии, это же прям такая большая, огромная такая миссия, вклад, и вы здесь 4 года, да, учатся? 4 года учатся, да. 4 года учатся. У нас в этом году был 3-й набор. 3 потока сейчас обучаются. 3 потока обучаются, и преподаватели сюда приезжают. Вы представляете, насколько вы сделали для Дальнего Востока, да, особенно для нашего региона, доступным остеопатию, то, что вы несете? Я считаю, что это действительно вот нужно. У нас очень Якутия большая, и приезжают вот когда... Мы сами вот сталкиваемся с тем, что люди не могут приезжать вот из улусов, потому что крайне ограничено. Ну вот человек, который работает, он может приехать только в каникулярное время, когда ребенок на каникулах, либо в свой отпуск, либо вот такие вот. Поэтому нужно. Я вообще вот призываю даже, наверное, вот врачей из улусов. Вот прямо у нас есть улусов, у нас есть из Верхневилюйска, у нас есть из Бертигестяха, из Мегино-Кангаласского района, из Бестяха. У нас учатся. Ну, то есть эти же специалисты поедут домой и там работать, и помогать там людям. То есть людям не надо будет, потому что стольких можно избежать ситуаций, которые могут случиться завтра, а сделать это сегодня, это же вообще классно. Я вообще балдею от этого, то, что они будут... Вот, я вот прихожу, ну, как бы я не то чтобы мотивирую, я с ними всегда разговариваю, да, и говорю, вы представляете, говорю, вы себя не обесцениваете. Они так боятся, такие, а как мы будем? Ну, как бы страшно все равно, потому что это все-таки новая специальность. А что люди скажут? Как бы. Я говорю, вы что, говорю? Это мы, говорю, начинали когда, да, вообще по чайной ложке у нас пациенты у нас бесплатно не шли, говорю, потому что не знают люди. Мы всех своих хватали, делали вот людей. Я говорю, как бы у вас, мы вам уже, как бы вы по проторенной дорожке идете, вообще классно. И мне от этого так становится самой, вот, во-первых, то, что они вот будут, и то, что им нравится. Самое главное, что это же люди, ну вообще в медике идут люди, те, которые вот не просто так. Это не взял просто, пойду я вот туда. Человек зреет. Он приходит к этому. Во-первых, это большие эмпаты. Люди готовы помогать, как бы, не знаю, людям вообще вот в себе даже в ущерб, я бы, наверное, так скажу. Конечно. А тут именно вот видеть изнутри вот эту, ну, как бы, жизненную силу человека, и вот там вот что-то делать, это на уровне души, это вообще классно. Вот, не знаю, я вообще... У меня есть одна студентка... Ну, нет, они как бы всегда, да, вот она каждый раз приходит. Я так вообще, спасибо тебе, Надежда, я вообще рада. Она вот руки так складывает, всегда говорит, у меня, говорит, возможности не было поехать, говорит, я очень хотела, очень. И говорит, здесь, когда не отходя от кассы, она как бы работает, она уже практикующая сама тоже, и учится здесь, получает базовое образование, потому что там очень много нюансов. Во-первых, знание анатомии, там посмотри вот на позвоночник, там вот все, вот череп сам. То есть все нюансы, мельчайшие детали, потому что бывает то, что там, например, в черепе, да, вот, там, я не знаю, доли миллиметра вот что-то сдвинулось, а последствия очень такие существенные, которые потом вот в виде симптомов ощущает человек. И работать на таком уровне, это вообще вот... Но почему такая большая ценность, ну,
для тебя вот именно этот инструмент реформера? Потому что, вы знаете, он прям отвечал всем, так как я человек, который исследует разные инструменты, и я бы даже не хотела их ограничивать названиями, да, то есть мне нужны были инструменты, которые помогают человеку двигаться и жить, качественно жить, да. И реформер очень сильно отвечал этим критериям. Он закрывал очень много вопросов за раз. Не только то, что оно такое модное, все селебрити там занимаются, вся Америка занимается, вся Европа занимается. Не только поэтому. Он действительно человеку давал, его телу такой комплексный, хороший, цельный подход. Это действительно инструмент, а не ну, скажем, а не веяние тренда такого, да, это прям помогающий инструмент. А я люблю именно инструменты, которые эффективные, которые быстрые, которые помогают. А смысл какой, да, во всем иначе, да? Ну, мне кажется, у тебя это очень сильно получилось, да, город Якутск, сейчас все знают, что есть реформеры, да, и, ну, как бы ты подарил... Подарила не только реформеры, и все, и здесь все начинали обучаться. Да, вот про обучение, кстати, сейчас же как еще помимо того, что это центры здорового тела, практика, еще и школа. Это школа. Мы в этом году стали школой, и это наша такая, мне кажется, это одна из важных наших точек роста. Я всегда относилась к школе что-то, ну, до школы вообще нужно дорасти. Не так, чтобы, ой, вы знаете, модное слово «школа», да, это не совсем так. Чтобы называться себя школой, называть себя, позиционировать, тоже надо быть немножко понимать, как бы, что соответствуешь ли ты этому уровню. Я люблю очень хорошее выражение, я немножко вот сейчас отойду, да, есть такое короткое выражение «претендуешь, соответствуй». Да. Даже вот если жизнь взять, да, например, все хотят быть богатыми, да? Извините меня, претендуешь, соответствуй. Все мечтают там о мужчине каком-то таком распрекрасном, да? Такой, который закроет все твои вопросы. Претендуешь, соответствуй. Ты хочешь общаться в хорошем окружении? Претендуешь, соответствуй. Хочешь быть здоровой? Да. И также, если ты говоришь «я школа», ты должен соответствовать этому уровню. И я считаю, что именно, что я сейчас могу это говорить, потому что за плечами у нас есть 8 лет опыта, 8 лет исследований, личной практики, тысячами клиентов. То есть это уже огромная насмотренность, это огромное количество инструментов, которые мы пропустили через себя. То есть у нас уже есть та база, опыт, когда мы можем сказать, это работает, и мы можем делиться, мы можем это давать, потому что мы сами прошли. То есть у нас есть эти проходы, когда уже не слова, а реально работающие. Да? Поэтому мы стали школой. И эта школа не только для тренеров, это школа для клиентов в первую очередь. Потому что когда ты приходишь в школу, ты хочешь получить какой-то результат. И мы как раз, наша задача дать те инструменты, которые помогают человеку в жизни. Тут важно, вот еще одна важная мысль. Считается, что практика – это на коврике. Когда я пришел, позанимался, это практика. Нет, практика происходит в жизни. Именно ты должен вот это перенести на свою жизнь. И если ты и практика только тогда работает, когда ты наблюдаешь, что оказывается, если ты раньше сдавался, то как будто ты сейчас идешь дальше. Эта практика сработала. Если ты раньше чувствовал, постоянно эмоционально в тебя попадало, и ты там, знаешь, проваливался, ты вдруг чувствуешь какую-то стабильность, да, это практика, это результат практики, да. Если ты был человек, который вот обычно же бывают такие, прыгают, там, не понимают, да, а вдруг ты, оказывается, идешь, умеешь выбирать и доходишь до результата, это результат практики.
То есть практика – это не только вот то, что я здесь сижу такая в дзене, да? Нет, нет, это абсолютно не совсем так это работает. То есть это должно проецироваться именно на твою жизнь дальше. Еще же, вот я, когда первый раз познакомилась с остеопатией, да, это вот когда появились у меня дочки, да, нам сказали идти к остеопату. Почему младенцам рекомендуют идти к остеопату? Скажу так. У них еще нервов нету. У них абсолютно ребенок рождается очень такой, нейтральный, скажем так. Но здоровье ребенка начинается не когда родился, когда вот его взяли, приложили к груди. Здоровье человека начинается за 9 месяцев до зачатия. То есть, по сути, матка, вообще организм мамы будущей, это так называемая формочка, куда заливают, там же формочки тоже могут быть разные, и антипригарным покрытием, там, не покрыты, например, или еще что-то. Это своего рода формочка, куда заливают, то и выйдет. И вот эмоции как раз-таки мамы, то, в каком она состоянии, какое у нее тело, насколько ресурс есть, зашлакованный, грубо говоря, это все будет сказываться на будущем ребенке. Естественно, и сила родов, как беременность проходила, питание, там, движение мамы, вообще как она вот себя вела во время беременности, это скажется, во-первых, и на родах самих, это тоже. И потом все равно для мамы это очень мощные, я бы сказала, такой гормональные скачки, потому что до беременности организм совершенно другой, во время беременности, во время родов и после родов. То есть это такие, как бы я сказала, гормональные скачки, организм мамы, которая, природой заложено, что это естественно должно проходить. Но есть разные ситуации, все равно мы подвержены действию окружающей среды. В любом случае все на нас. И потом уже мы все умные, много думаем, а это все равно сказывается на теле. И ребенок это все внимает, он впитывает в себя. И то, как он родился, как приняли роды, все от этого зависит. Потому что мы же не можем сказать, все мы стремимся к тому, чтобы максимально естественные роды были. Но бывают ситуации, когда бывают оперативные роды. Это тоже нормально, и мы с этим тоже работаем. Вполне когда ребенок рождается, та сила жизненная, она есть. Но что заложила мама? И потом, мы когда рождаемся, в нас течет, мы же из жидкости стоим, в нас течет память 7 поколений. О чем это говорит? Это генная память. То, что было там, это все равно передается. И тут мы работаем, как сказал один остеопат американский, есть за 3 часа, что мы можем сделать, это не сделаешь потом за 3 дня. Что мы можем сделать за 3 дня, мы это потом не сможем сделать за 3 месяца. Что мы можем сделать за 3 месяца, мы потом это не сделаем за 3 года. То есть смысл понятен. То есть чем раньше можно избежать стольких проблем, ситуаций, то, что касаемо в теле и не только. То есть заранее это все сделать. Я бы сказала, дальше остеопатия, дальше даже это профилактика, наверное, больше. То есть вот когда ребенок рождается, кесарево сечение, да, то есть мы получаем совсем такое новое тело, грубо говоря, в этом мире, новенькое, у которого ничего нету, но мы просто через движение, через правильно ставим, выравниваем кости, или как это чтобы я практически понимала. Остеопатия это очень такая объяснимая, это совсем новенькая же специальность в медицине, совсем молодая. Есть тоже разделы крупные такие. Это краниальная остеопатия, это работа с черепом, это работа с головным спинным мозгом, со всей краниосакральной осью, это я объясню сейчас. Есть остеопатия структуральная, это то, как раз-таки где-то помять, туда входит как раз-таки мануальная терапия, элементы массажа могут входить именно потрогать, это за такое повертеть, можно даже похрустеть, если нужно. Есть висцеральная остеопатия, это работа на уровне органов. То есть это, если практически простыми словами сказать, это восстановление или что? Как это? Или выравнивание человеческого тела? Или просто, чтобы я просто понимала.
Есть у нас... Не глубоко. Вот мне Да. нужно поверхностно понять практическую точку зрения, вот что есть остеопатия. Есть ось у каждого человека, относительно которой есть передняя, задняя, левая, правая половина, и относительно которой тело в любом случае центрируется. Это неизбежно. У нас, ну, как бы мы земляне, гравитации тоже есть. И относительно этой оси мы ходим, как бы организм выравнивает. По сути, остеопат выравнивает. Потому что если есть какие-то тяги, дисфункции, напряжение, это будет тянуть. Это выравнивание, да? Это выравнивание. Вдоль оси. И это, знаете, вот я бы сказала, наверное, это не вмешательство извне, а работа с потенциалом самого тела. Тело. И как стоит даже прикоснуться, ну, как бы палец прикоснуться, и начинает само раскручиваться, потому что само восстановление, вот Это вот, первичное, да? То есть это заложено природой. Знаешь, что интересно? Мы же с Надей же разговаривали, да, с тобой разговариваем, и что, ну вот и там той же миссия там бизнеса Нади, твоего бизнеса, да, это вы вдвоем говорите, что все внутри нас. Да, все внутри нас, и мы помогаем восполняться наши ресурсы, энергию, да, восполнять. Все мы можем. То есть человеческое тело, оно супер восстанавливающее. Супер. Да. Просто супер восстанавливается. Это какой-то, я не знаю, это вообще какое-то уникально сотворенная структура, которая вообще способна на невозможное. Да. И там же есть и энергия, и физическое вот наше тело, да. И что еще я заметила? Вы оба очень прекрасно выглядите. Я просто знаю ваш возраст, да, и я всегда говорю, люди же всегда про тебя говорят, что ты как будто заморозилась лет на 15 тому назад. Так же? Да. Это же есть такое? Да. И когда мы с тобой познакомились, когда я узнала про твой возраст, я была в шоке. Мы не будем говорить примерно. Да, Или можем. Да. Не, мы можем на самом деле сказать, да. Ну, надо, мне кажется, это вот прям такая гордость. Вот мы сколько лет уже знакомы с тобой, да? Да. Да, и ты вообще не меняешься. Да, давай скажем зрителям, сколько тебе лет. Мне 46 лет. 46 лет. Вы хотите выглядеть как я? 46 лет. Да, представляешь, Люда, ты выглядишь. Ага, вот как девушка, которой там, не знаю, 30 лет, понимаешь? И я просто точно уверена, что... 8 лет в практике. Да, это 8 лет практики, да, супер. Мне кажется, вообще, сразу, у Аялы глаза такие... 46 лет может женщина так выглядеть? Я не верю. Да, но на самом деле реально так. 46 лет, это прямо, да, это... Да, нет, и самое главное, Я сама. Да, и самое главное, вот Люда наша 46 лет только впервые собирается идти на биореабилитацию. Хотя вся молодежь сидит на этих укольчиках там с 30 лет. Да, у меня какой-то был страх, и я буквально впервые на днях там попробовала, и то это было назначение мне, да? Может быть, я бы еще и откладывала немножко. Это же биореабилитацию. Биореабилитизация, я даже не могу ее проговорить. Биореабилитизация. До 46 лет не пробовать, когда все с 30 лет на всех уколах, на всех ботоксах и так далее. Представляете, что может на самом деле, вот, как сказать, забота о своем теле, ментальном, физическом, насколько это может сохранить тебя и твой человеческий ресурс продлевать. Да, мне кажется, ты знаешь, Маша, еще есть такой здесь момент, что есть вещи, что наполняет, почему горят глаза, да. Есть, тут же важно ответить себе на вопрос, ты делаешь это из какого мотива, да. Есть мотив что-то делать проекты искренне, из чистого мотива, из любви, там, да. Есть в проект заходят, когда делают из
травмы очень часто. Ну, предприниматели травмированные, да? Доказать себе, людям, Эго. миру, да. Там есть из эго «я хочу внимания», «я хочу», вот знаете, там много есть мотивов. И мне кажется, когда я вижу людей, которые, ты возьми тоже Надежду, да, как у нее горят глаза, как она это делает прям искренне. Да, Да я вообще была в шоке. Я вот сегодня вот общение с Надей, меня вообще, ну я просто перевернула, да. Я прям задумалась. Да? И мы, ну, сколько вообще в спорт я пришла только после общения с тобой, да, мы сколько вот я понимала, что надо что-то делать, начинать, да, что-то делать. Да. И вот искать этот, там, свою практику, свой инструмент, да. И вот сегодня общение с Надей, конечно, тоже такое, знаешь, перевернуло весь мой мозг, да. Да, я просто совсем по-другому открыла для себя остеопатию. Но ценность практики я всегда знала. Да, остеопатия тоже такой инструмент. И как раз если говорить, поделюсь тоже как клиент, человек, который работает через тело в первую очередь. Да? Я хожу всегда на сеансы остеопатии, при том, что я хожу не потому, что у меня там спина отваливается или там что-то у меня болит, я хожу профилактически раз в месяц, чтобы выровнять себя. Я не только про структуру физическую, вообще в целом всю структуру выровнять. Потому что мы люди, мы живем все в этом мире, мы вылетаем всегда, мы всегда на каких-то находимся разных состояниях. И сколько, вот тут важно, сколько бы ты не был осознан, сколько бы ты не практиковал, сколько бы ты не занимался чем-то, ты человек, ты живой человек. И тебе, и даже при этом я осознаю, что мне нужно себя выравнивать, чтобы именно сохранять вот эту вот внутреннюю как бы устойчивость, структуру. Да, структуру, так бы я сказала, да. Что означает Soul Garden? Ну, как переводится? Soul Garden переводится «сад души». Сад души? Да, это сад. Мы говорили про тело, а пришли в душу, да? На самом деле, да, душа каждого человека, она уже знает, для чего она сюда пришла. И как бы она все равно сделает так, она будет, WhatsApp-сообщение она не напишет, но будет показывать всеми ситуациями, все, что происходит, окружением, я не знаю, телом, финансами, вообще вот давать подсказки. И пока как бы ты не услышишь, там можно как бы много чего пройти, прежде чем услышать вот отклик своей души. И для меня заход через тело — это очень как бы, ну я врач, это для меня вот как бы такой легкий путь, я бы сказала. Потому что тело мы все ощущаем, тело мы чувствуем. И это классный инструмент для меня, наверное. Поэтому я и выбрала, и стала врачом. И Soul Garden, ну, действительно, это 2000... Когда мы вот называли, да, вот и я вот, ну, это мы все заказывали, это грамотно все подбирали. И шрифт, там вот эти все моменты по брендбуку именно. И мне вот это сразу зашло. Хотя это же английское название. Но как бы я вот по-другому... Мы по-русски сейчас называем «сад души». Это действительно так, как бы... Это потому очень... что в нашем теле душа должна быть как... Где? Это сад. И колибри. Вот у нас птичка, а колибри... это колибри. У нас же вот... Ты видела же зелененькие птички наши, да? Они... Колибри — это птица, маленькая же такая. Когда она летает, она делает взмах восьмерку, бесконечность. А у меня моя цифра 8. Да, значит, это мы заложили, получается, тело — это сад души. Да. Чтобы там было ему так хорошо, Да. так красиво и так, ну, то есть было нашей душе так комфортно, Да. и красиво, И красиво. в нашем теле. Да. Все, мне кажется, на этой теме мы можем завершить просто прекрасная беседа, Надя. Да, все, спасибо. Спасибо. Да, я мне кажется, ну вообще сегодня на практику
посмотрели уже с другого ракурса, да, со стороны основателя, с его мотивов, через его путь пришли. И помимо этого, ну, мы сегодня просто с двумя нашими гостями беседовали про человеческий ресурс, насколько он может восстанавливаться, насколько нам важно обращать на него внимание. Да? Да. То есть как не исходный материал, а бережно относиться к нему и восстанавливать, восполнять. Да, понимать, что все зависит, как бы, что это ресурс, который тебе поможет прожить хорошую жизнь. Качественно. Качественную, да, да. Жизнь. Всё, Супер. спасибо. Ну,